Чувашский язык относится к древнейшим языкам. Он прошел огромный исторический путь, как во временном, так и в пространственном отношении. Это единственный живой представитель булгарской ветви, одной из двух крупных ветвей тюркской языковой семьи. Над созданием новой письменности великий чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев трудился не один год. В окончательном варианте его алфавит состоял из 25 букв. Для обозначения специфических звуков языка он ввел щ, ü, о, э. Простые символы смогли передать всю красоту звучания чувашского языка. Сегодня в Национальной библиотеке республики прошла масштабная акция, посвященная юбилею новой чувашской письменности. Работали интерактивные площадки, прошли лекции, видеоуроки. Одно из главных мероприятий вечера – дискуссионное шоу «Чувашский вопрос», где обсудили проблемы изучения и сохранения родного языка. Участие приняли общественные деятели, блогеры, журналисты, деятели науки и образования. Надо, чтобы этот язык постоянно применялся. Причем, чтобы он применялся как в различных местах, территориях, так и различными или всеми группами населения, независимо от возрастов. И для этого, конечно же, мы должны использовать все имеющиеся ресурсы. Это, конечно же, радио, телевидение, печатные издания, журналы и иные средства массовой информации, которые выходят на чувашском языке. Чувашская письменность прошла долгий и тернистый путь, преодолела немалые трудности, чтобы дать возможность свободно общаться на родном языке, воспринимать и передавать знания, используя родную речь, продолжать дело великих предшественников. Ежегодно в апреле мы отмечаем День чувашского языка. Мы имеем возможность смотреть фильмы и спектакли на чувашском языке. Ну а наша обязанность – сохранять и развивать такой богатый и такой интересный чувашский язык. Родной язык соединяет современную жизнь с предками. Разговаривая на родном языке, мы становимся частью нашего народа. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.